ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 10 января, 14:30. Актовый зал ОМВД. Представители правоохранительных органов подводят итоги работы за прошедший год. Острой проблемой является подростковая преступность. С прошлого года количество правонарушений несовершеннолетними возросло на 30%. Также наблюдается рост убийств, причинения тяжкого вреда здоровью и краж. Раскрываемость этих преступлений снизилась. Тем не менее, прогнозы на этот год положительные. Все основные показатели, я думаю, что мы поднимем, потому что руководители всех подразделений на сегодняшний день укомплектованы практически полностью. Новые руководители, которые имеют опыт работы в подразделениях, имеют новые определенные взгляды по направлениям деятельности. Я думаю, у нас все получится. В прошедшем году правоохранители улучшили показатели расследования экономических преступлений, поджогов и угонов. Общий процент раскрытых преступлений – 58, но имеются и важные незавершенные расследования. В мае месяце мы обнаружили на полигоне бытовых твердых отходов труп новорожденного ребенка мужского пола. В мае 2013 года обнаружили. Совместными усилиями мы должны раскрыть это преступление со всеми службами ОМВД по городу Ухта. Особое внимание уделяют вопросу финансирования видеосистемы «Безопасный город». Для помощи сотрудникам полиции на территории Ухты установлено 189 камер, но работают из них всего лишь 54. Основная проблема в сервисном обслуживании. Игорь Михель обещает посодействовать в решении этого вопроса. Также отчитываются по успешной работе в направлениях коррупционных преступлений и незаконному игровому бизнесу. 10-11 января. Арена Ледового дворца. В рамках чемпионата России по женскому хоккею «Арктик Университет» принимает у себя тюменских лисиц. В первый день игра заставила болельщиков изрядно поволноваться. Первый период оканчивается счетом 2-2. Следующий отрезок игры заставляет ухтинцев нервничать. 4-3. Преимущество за лисицами. После перерыва нашим хоккеисткам удается сравнять счет. Карина Верховцева на 12-й минуте огорчает вратаря тюменской команды. А еще через 7 минут, когда до конца матча остается 68 секунд, Ива Петерсона забивает победный гол. Счет 5-4. Ухта вырвала победу у лисиц. Получилось не все, ошибок очень много. Но самое главное, конечно, это победа. Трудная очень, такая тяжелая. Но приятно, что до конца отыграли самоотверженно, мужественно и все-таки добились победы. Это очень приятно. Во второй день царила интрига. Смогут ли тюменские хоккеистки взять реванш? Но ухтинки с первых минут начинают вести агрессивную игру. Под их уверенным натиском вратарь Ксения Ильина сдается. Не проходит и 2 минут, а в нашей копилке уже забитая шайба. До конца периода вратарь лисиц пропускает еще 2 шайбы. Фануза Кадирова забивает пару шайб во втором и третьем периодах. Ответить ухтинским валькириям смогла Валерия Павлова. За 5 минут до конца периода с поля удаляют Лейсан Исхакову за удар клюшкой и Анастасию Легкодух за задержку соперника. В итоге «Арктик» остается в меньшинстве. Воспользовавшись преимуществом, Татьяна Акманаева забивает в ворота ухтинцев шайбу. Однако сегодня победил «Арктик». Счет 5-2. А Фануза Кадирова записывает в свой актив 4 шайбы. После вчерашней игры, тренер подходил, сказал, что меньше бросков, будет больше моментов, больше бросков будет и больше будет результатов. Хотя и бросков не очень много было, не знаю. Просто мой день, наверное, не знаю, удачный день. Победа над тюменскими лисицами далась нашей команде нелегко. За свое упорство «Арктик» вознагражден. Ухтинские хоккеистки поднимаются на 1 строчку вверх, тем самым занимая 9-е место в турнирной таблице чемпионата. – 11 января, 17:00. Универсальный спортивный комплекс. Первенство России по мини-футболу, 13-й тур высшей лиги. Команда Ухта против нынешнего лидера, московского «Спартака». На трибунах нет свободных мест. Болельщики разделились на 2 лагеря. Те, кто переживают за местных футболистов, и те, кто пришел в красно-белых шарфах, скандирующие названия и речевки в поддержку гостей. Однако счет открывают местные спортсмены. На первой минуте гол забивает Вадим Максимов. Через 12 минут в ворота соперника попадает еще один мяч. На этот раз от Павла Черенева.
Наша команда теряет концентрацию, и спортивная удача поворачивается лицом к гостям. За 1 минуту в ухтинские ворота забивают подряд 2 мяча. Счет сравняли нападающие Вячеслав Владющенков и Сергей Просветов. 2-2. 3 минуты после перерыва, и в наших воротах оказывается мяч от Артема Ниязова. Фортуна явно на стороне «Спартака». Следующие 20 минут болельщики гадают, удастся ли нашим спортсменам сравнять счет с лидерами страны. И они смогли. Павел Гордюков выполняет точный 10-метровый штрафной удар. Мяч в воротах. Счет 3-3. Считаю, что игра получилась, во-первых, для болельщиков очень интересная, зрелищная. Ну и не скажу, что с обилием голов, но с обилием острых моментов. И в целом я считаю, что игра удалась, что и то, что другой команде. Конечно, немножечко, наверное, не тот результат, на какой мы рассчитывали, но все-таки ничья тоже, добытая с лидером, достойный результат. На следующий день прошла повторная встреча команд «Ухта» и «Спартак». Александр Фролов точно взвесил сильные и слабые стороны обеих команд и провел удачные рокировки. В результате 7-3 – победа за ухтинцами. После своего триумфа команда «Ухта» занимает 4-ю строку в турнирной таблице высшей лиги. В среду наши футболисты вновь выйдут на поле. Их соперником станет нижегородская команда «Футбол-хоккей». 12 января, 18:00. Свято-Стефановский храм, духовно-просветительский центр Сретение. Епископ Сыктывкара и Воркуты-Петерим встречается с прихожанами церкви. Цель собрания – обсудить несколько ключевых тем – Бог и мировое зло и для чего пришел Иисус. Сотворено ли зло Богом, почему на протяжении жизни людям приходится сталкиваться со злом и как с этим бороться. Конечно, упражняться в добре. Как говорится, клин клином выбивается. Бог есть любовь и вечное добро. И поэтому как можно больше божества в себе. Человек не небожественное существо по природе своей, поэтому наше человечество должно быть освящено, проникнуто божеством, то есть вечной любовью и добротою. Тогда зло искореняется. Епископ объясняет прихожанам, что зло – это не сущность, а настроение. Гость разъясняет ключевые моменты из истории жизни Иисуса Христа, спорные и непонятные отрывки из Библии, а также понятие греха. – 12 января, 18:30. Городской дворец культуры. На сцене драмтеатра развернулась постановка «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями» по мотивам одноименного рассказа Гарсиа Маркеса. В семье Пелайо и Лисенде происходит трагедия. Сильно заболевает ребенок. Родители ждут чуда, и появляется безмолвный старик. Одни верят, что это ангел, другие нет. Человек, по сути, по своей, и как и ребенок, рождается чистым, как ангел. Потом происходят житейские всяческие события, и что-то с ним происходит. Мы ведь забываем о Боге или о какой-то силе, которая может прийти к нам на помощь. Мы живем по другим принципам, каким-то, которые заставляют нас забывать, что мы люди. Когда по сценарию разворачивается действие, неизвестно, ведь суть постановки актуальна в любое время. У каждого персонажа своя философия. Через их образы режиссер Вера Гой показывает отношение современного человека к чуду и к духовному развитию. Серией спектаклей актеры открыли юбилейный 80-й год существования Ухтинского театра. – 12 января работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня на благо горожан трудятся 25 оперативных работников. Сам прокурор Ухты оценивает работу структуры положительно. Произошел значительный рост обращений граждан за помощью. За прошедший год в прокуратуру их поступило 3908. Это более чем на 1000 превышает количество за 2012 год. Это свидетельствует прежде всего о росте доверия населения к органам прокуратуры. Ну и, соответственно, по обращениям граждан были приняты меры реагирования, в частности, по заявлениям прокурора в суды была выплачена и заработная плата, и восстановлены иные социальные права граждан. То есть спектр работы и деятельности прокурора он весьма обширен. 2013 год запомнился тем, что в этом году я получил аттестацию. Это первое звание, форма, влился в коллектив, стал частью большой системы.
Также 2013 год запомнился большими победами в сфере безопасности дорожного движения, так как мы выиграли все исковые заявления и, собственно, горожане увидели, как по нашим искам производился ремонт в городе, то есть дорожная ситуация улучшилась, стало меньше ДТП. Вот. Внутреннее удовлетворение от работы, когда ты понимаешь, что ты помогаешь людям. Когда приходят действительно некоторые и говорят потом спасибо, приятно. У меня есть старший брат и отец, работали в правоохранительных органах. Тоже мечтал носить погоны. И вот после окончания юридического института поступил на службу в органы прокуратуры. В общем, работой я доволен, она мне нравится. Очень интересная, постоянно встречаюсь с новыми людьми. Очень много общения. Мы поздравляем блюстителей гражданских прав с их профессиональным праздником и желаем успешной и плодотворной работы в этом году.